директор по учебной части и учитель русского языка и литературы IT-школы лицея номер 89. Представляю парад уроков, организованный методическим центром управления образования города Чимкент, свой урок русского языка в 3 классе. Старших надо уважать, малышей не обижать. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Садитесь. Начинаем наш урок. Встали тихо, замолчали, все, что нужно, вы достали. Приготовились к уроку, снем, иначе нету проку. Здравствуйте, садитесь, больше не вертитесь. Мы урок начнем сейчас, интересен он для вас. Слушай все внимательно, поймешь обязательно. Дорогие ребята, сейчас вы на доске увидите слова. Давайте вместе посмотрим эти словосочетания. И прочитаем. Дорогие ребята, вы видите, что здесь выделены слова жирные, да? Скажите, что эти слова обозначают? Туман. Действие, молодец. А теперь скажите, в какой части речи они относятся? Действие. Глагол, правильно. А что у нас обозначает глагол? Давай. Правильно. Отвечай на какие вопросы? Отвечать на вопрос, Что делать, что сделать. Молодец, что делать, что сделать. Значит, вы уже знаете пройденный материал. Давайте теперь откроем учебник и послушаем нашу аудиозапись. Валентина Асеева задача не на сложение, а на уважение. По улице шли двое прохожих. Старый человек и 9-летний мальчик. У первого было в руке 5 предметов. 1 портфель, 3 книги и 1 большой сверток. Одна из них упала. «У вас упала книжка», – закричал мальчик, гоняя старика. «Разве?» – удивился тот. «Конечно», – объяснил мальчик. «У вас же было 3 книги, 1 портфель и 1 сверток». Так, вы прослушали текст, а теперь скажите, кто главный здесь герой? Дедушка и мальчик. Дедушка и мальчик. Скажите мне, пожалуйста, а что было в руках у мальчика? Ничего не было. Правильно. А что было у старика? 3 книги, сверток и сверток. Молодцы, 2 книги. А теперь скажите, пожалуйста, помог ли мальчик дедушке? Нет. Нет. Почему? Как вы думаете? Потому что он не помог книги поднять. Правильно, не помог книгу поднять. А что он сделал? Просто Считал. посчитал эти книги, да? Правильно. А вы так бы поступили? Нет. Нет. Вы что сделаете? Мы помогли дедушке поднять книгу. Поднять и отнести, да, домой, да, или эти книги. А теперь, ребята, давайте послушаем, прочитаем и повторим новые наши слова по тексту. Прохожий, жүргізуші. Сверток, тюренщик, вещь, зад. Освоил, меңгеру, благодарить, рахмет айту, заботиться, хамын жеу. Напишите в тетради эти слова. Дорогие ребята, а теперь давайте у нас физминутка. Устали, наверное, встали?
Мальчики приглашают вас поиграть в веселую игру. Ну, вместе с нами повторять движение. Готовы? Да. Это самолет. А самолет идет пилот. Крылом пока управляет. И лицо облаком летает. До самолета полтора. То если мучит, то нора. То небо делится на раз. То дайте поле дорогу. Хорошо. А теперь наша песенка будет. Быстрее! Давайте. Смотрите, в небе самолет. А самолет идет пилот. Крылом пока управляет. И между облаком летает. До самолета полтора. То если мучит, то нора. То небо делится на раз. То дайте поле дорогу. Дорогие ребята, на доске вы видите слова. Из двух слов вам нужно сделать словосочетание. Готовы? Да. Так, кто выйдет? Давай, выходи. Прилежный. К какому словосочетанию ты соотнесешь его? Прилежный ученик. Хорошо, посмотрим, нажимай. Правильно, да? Значит, да? Садись. Ходи. Помогать Младший. Помогать младшим. Правильно, молодец. Выходи, Султан. правильный поступок. Правильно или неправильно? Правильно, молодец. Правильный поступок. Давай. Благодарить. Стаж. Благодарить стаж. Посмотрим, правильно или неправильно. Молодец, правильно. Выходи. Невоспитанный мальчик. Невоспитанный мальчик. Посмотрим. Правильно, молодцы. А теперь, мальчики, дорогие ребята, напишите из этого словосочетания предложений. Придумайте. Давайте. Я вам даю 5 минут, придумайте быстро. Ним старший. Мы помогаем старшим. Хорошо. Кто еще будет? Давай. Мы благодарим старших. Благодарим старших. Хорошо. А сам прилежный ученик. А сам прилежный ученик. Хорошо, молодцы. Дорогие ученики, сейчас мы посмотрим наш чудесный барабан, в котором написаны наши хорошие поступки. Давайте начнем, да? Я люблю учителей. Учителей, хорошо. Давай, давай, раз начнем. Молодец. А ну, найти. Забочусь о брате. Я забочусь о брате, хорошо. Забочусь о сестре. Я уважаю старших. Молодец, Исултан. Давай, снимай. Я защищаю животных. Я защищаю животных. Вы же защищаете, да? Давай. Я говорю спасибо. Правильно. Вы же говорите спасибо всем, да? Да. Вы говорите, что бережете родных, да? Любите свою семью. А теперь вы сегодня знаете хорошие и плохие поступки, да?
Теперь давайте поиграем в игру. У нас здесь есть плохие поступки, панель, и хорошие поступки. Здесь у нас расположены слова и картинки. Давайте мы с вами все их распределим. Так, конечно. Давай. Давай. Молодцы, ребята. Вот вы распределили хорошие поступки и плохие поступки. Значит, какие мы? Мы слушаем взрослых, да? Да. Говорим добрые слова? Да. Помогаем взрослым и маленьким? Да. Что еще мы делаем? Маме дома помогаем? Да. Папе помогаем? Да. Молодцы. А теперь плохие поступки. Мы кричим на маму, сестру, брата? Нет. Мы уступаем место старшим или нет? Нет. Если мы деремся в коридоре, в школе, это нормальный поступок, да? Молодцы. А теперь давайте, ребята, положим в нашу корзину цветы с вашими словами, которые вы делаете ваши поступки, добрые поступки. Давайте начнем. Поможешь мальчику? Хорошо. На уроке. Я помогу маме. Я помогу. Видите, дорогие ребята, сколько хороших поступков у нас в классе есть, да? Какие вы молодцы, какие вы добрые ученики. Значит, мы всегда должны помогать старшим, уважать старших и помогать младшим. Да? Да. Понравился сегодняшний урок? Да. Дорогие ребята, ваше домашнее задание, страница 46, упражнение 5. Вы прочитайте текст и составьте вопросы. Хорошо? Да. Напишите в дневниках.